Всем привет из Новосибирска. Мы находимся в Новосибирске. Вчера прилетели из Бишкека, ночевали вот в этом доме. Сегодня с утра взял вот такую машинку в аренду, чтобы выехать на Алтай или в Алтай. Ну, в общем, пишите как правильно. И выезжаем. Вот, так что посмотрите наш выпуск про Алтай, колыбель тюрков. Да, все, поехали. Вчера в это время ехали в аэропорт в Бишкеке. Пробок вообще не было. И вот сейчас посмотрите, в обе стороны пробка в Новосибирске. Жесткая движуха, оказывается, здесь. Проезжаем город Бийск, прям трасса проходит по центру города. Бийск — это Алтайский край, и скоро должен начинаться Республика Алтай. И отсюда начинается Чуйский тракт. Чуйский тракт — это одна из самых красивых дорог в мире, как говорят многие люди. И мы сейчас это посмотрим. Так, едем по Чуйскому тракту, но пока еще Алтайский край, границу не пересекли. Горы и Республика Алтай впереди. И этот тракт называется Чуйский тракт. И мы когда из Иссык-Куля ехали в Бишкек, или Бишкек, Иссык-Куль, да, трасса, тоже называется Чуйский тракт. И у нас в Якутии тоже есть село Чуя, в Мигино-Кангласском районе Улуса есть село Чуя. И в Санданском Улусе, нашей, короче, как называется? Местность, где мы сенокосим, тоже называется Чуя. И кто знает, что за слово вот это, везде она встречается. Пишите в комментариях. Вот и граница Алтайского края. Стелла. Республика Алтай. Мы, короче, торопимся, опаздываем немножко, поэтому пока не остановимся, наверное. Вот так. Уговаривайте. Прям практически до Горно-Алтайска идет территория Алтайского края, оказывается. Так, приехали на квартиру, сказали, сами заходите, короче, отправили код. Ага, 20. Ага. Вон она, золотой ключик, ё-моё. Да? Заходим? Сразу заходим. Тын-тын-тын-тын. Вот такое село у Горно-Алтайска. Напомним, что есть два Алтая, то есть есть Республика Алтай и есть Алтайский край. А у Алтайского края столица, краевой центр — это Барнаул, а Республика Алтай столица — это Горно-Алтайск. И территория Алтайского края прям вот почти до сюда доходит. И отсюда начинается уже Республика Алтай. Горно-Алтайск и дальше вот туда Чимал, Кошагач и так далее, вот до Монголии и так далее туда идет. Только что мы приехали, заселились и сразу дождь пошел. Ой, надо в магазин съездить. Горные Алтаи встречают нас дождем, очищается опять, как и везде, как и везде. Хорошо, что после того, как мы приехали, начался вот
то по дороге, если шел бы, вообще было бы не прикольно. Но зато мы это называем баян. Дождь это для нас баян. Баян? То тем более ничего. Богатство. День, да? Ага, ери. Ага, ери. Короче, из-за света, из-за грозы свет ушел. В поселке магазин, оказывается, не работает. Вот так пока нас встретил горный Алтай. Без воды, без хлеба, без соли. Без камыса даже. Ну ничего. Сказали, до 10 работают, возможно, скоро свет придет и мы туда сходим, съедем опять. В поселке дали свет, и мы с сыном едем в магазин отовариваться, потому что ближайший магазин уже закрылый. И едем туда, куда-то туда, далеко. Вот такие дела у нас сегодня. Ё-моё. Село Майма, горный Алтай. Первая деревня Республики Алтай. У нас в Якутии есть род Маймага. Была или есть, но сейчас есть, остались села с таким названием Маймага. Не знаю, это связано или нет, но очень похоже. Майма. Как хорошо, что есть машина. Взяли, приехали. Без машины сейчас не знаю, что бы делали. Доброе утро. Мы сегодня идем на музей, национальный музей Республики Алтай. За нами подъехал друг из Чимайского района. С утра прям приехал. Я приветствую, Лара, крутых. Всем приветствую. Добро пожаловать на родину тюрков. Махтов. Привет, Кайнаган. Чугай. Ан хаса сайнадын? Төнен калин дедута. 45-50 минут. Майма была тох. Пригород. Горно-Алтайска. Қана роды білейін? Мен музейге барамын, принцесса укол көреттік. Негелі айкеті өстері көтірілер, оны ғолына қатам білген өстеріп. Лимонтан бар ектік, өстасы. Оны тоқыды дұрынды. Растущую луну, алтайстер, именно отмену типа по Заезжаем в Горно-Алтайск, столица Республики Алтай, где живут в общей сложности 200 тысяч человек, чуть больше, из них 60% русские и 30% алтайцы, 6% казахи и остальные. А по цифрам алтайцев где-то больше 67 тысяч человек живет в своей республике. Вот такой прекрасной республике живут, хранят свои традиции, рождают детей и держат свою автономию. Тоже очень зеленый город, как Алматы, как Бишкек, можно сказать. Возле гор тоже зимой, говорят, тоже очень тепло, минус 20-23 только. Современный ЖКшкалар var da, tutulaldı. Это сама Машин тоже не так уж много, мне кажется, да? Биринчи выходной, день суббота. Главная площадь Горно-Алтайска. Вот здание Государственного собрания Эл-Курултай. Это по-нашему Ил-Тюмен, а по-русски Госдума, да? И вот там, получается, стоит тоже администрация города Горно-Алтайска. И вот такие сопки. Национальный театр вот стоит. Ну и как всегда Ленин. Ленин везде он есть. Ну, красиво, мне кажется, здесь. Идем за кофе. Вот туда. Тут, оказывается, проводится
сейчас выставка Саяна Топоева, это хакасский художник. Путь воина, Батырдың жолы. Все такие воины, да? Короче, все рисунки с воинами у него, оказывается. Волки. Да. Ну, на наших батыров похож. Бұл хахаватта натуральный. А? Ол еме хахаватта. Короче, хахалар эти. Короче, этот түндік. Как этот кыргызский флаг. Короче, ничем не отличается от наших батыров. Батыров у нас батыр. Так, мы сейчас находимся в Национальном музее Республики Алтай. И вот у нас показан, как хранили раньше, наверное, богатых людей, да? Вот с конями, с лошадьми, с богатством. У нас тоже так же было в Якутии раньше. Тоже даже хранили с женами вместе, когда муж умирает, погибает. Вот. Национальное жилище алтайцев. Вот шестигорное жилище вот такое. И вот с таким вот крышей. Вот такое жилище сейчас строят на Исее, исейские якуты тоже. Я видел у них. То ли восьмиугольные, то ли шестиугольные. А здесь получается шестиугольные. Вот сидят хозяин и хозяйка. Это видов чаще это шестиугольные срубные аилы, чаны-раю, войлочные киисы. В основном используют теренгиты южных районов и конусообразные аилы, солдом-аил, аланших-аил. Современные алтайцы стараются строить рядом с домами аилы, используют как летнюю кухню и как место, где проводят традиционные обряды знаковых событий семьи. В основном у алтайцев свадьбы проводятся летом, и вся обрядовая часть обязательно в аиле. Пройдемте далее. Конные снаряжения алтайцев. Вот в Камче. На самом деле очень много похожих моментов я увидел. Допустим, жилище называется Аил у них. Аил это по-кыргызски деревня, да, например. Вот Камчи тоже. Также Камчи будет, который этот плетенка, и как называется, плетка, да? Вот у нас тоже из коры березы тоже делают вот такие всякие посуду делали раньше. Вот у них тоже есть, оказывается. Вот из конского волоса тоже есть изделия. У нас сейчас очень развита вот эта индустрия. Делают шапки, вот такие веревки и так далее. И вот такая пушка. Так, мы сейчас находимся на Алтае, это колыбель тюрков считается, и, соответственно, алтайская семья языков делится на тюркскую группу, тунгусо-маньчжурскую и монгольскую. Монгольская это у нас буряты, калмыки, монголы. Здесь получается, вот эвенки живут у нас, вот такие вот народы маньчжурские. И вот самая большая группа это тюркская группа. Здесь сходят алтайцы, азербайджанцы, казахи, кыргызы, кумыки, ну, всех народов, которых вы знаете, и тут якуты тоже есть, турки, уйгуры. И вот хорасане, шахсеване, и вот такие народы тоже есть, оказывается. Я, например, не знаю, вот кашкайцы, кенгирлу, карадаксы, карагазлу, ну, очень много разных народностей, оказывается. Ну, в этой стране в основном все знакомые народы, да? Вот. Так, здесь тоже получается у нас алтайцы состоят из разных групп. Челканцы, тубалары, теренгиты. Я точно не знаю, чем они отличаются, но очень часто об этом слышу. Эпоха деления тюркских каганатов. Вот видите, сибирские племена, там вот написано кыргызы. На самом деле Алтай это один большой Алтай, делится на 4 государства. Это Российский Алтай, Казахский Алтай,
китайский и монгольский. То есть, и все это считается одним большим Алтаем. И считается, что все люди мира пошли из Алтая. Ну, в основном тюрки, да? И что я заметил, очень много про тюрков тут указано в Национальном музее. Например, у нас в Якутии, я не знаю, наверное, слово тюрк сложно будет найти в музее, да? Но здесь очень много, часто можно увидеть, оказывается. Здравствуйте, меня зовут Яна, я алтайка, и у каждого алтайца есть свой сёк. Что значит кость? Мой сёк — это кубек. Здесь представлен сёк кубек. У каждого сёка есть священное животное. У меня, например, это заяц. Еще есть тамга. Тамга — это таврение. То есть скот у каждого человека, и он помечает вот этим тамгой свой печать. скот. И тогда они могут узнать где-нибудь в тайге, что это вот этого человека скот, вот этого человека скот. И они могут, знаете, вот так вот как бы распределять и не красть чужое, да? Да. Вот. Таким образом, вот это вот мой сёк. Это сёк Алмат. Считается тоже братьями для нас. Алмат. Ага. Также есть Тодоши. Сколько родов вообще получается у алтайцев? В целом около 80 сёков. Здесь представлены 35 многочисленные и некоторые малочисленные. Ага. А и кто? Один художник, да, на все это получается? Да. Один мастер? Художник, наш алтайский художник Аржан Утеев, он не только у нас здесь, но и за пределами республики нашей. Он выставлялся в 15 странах мира, и в том числе в Казахстане и в Германии. Ага. Пишет он свои картины в стиле магического реализма. Ага. Вот кобек это получается заяц, да, будет по-вашему? Да, и заяц, и еще есть... Кобах, по-нашему же кобах. Да, очень схоже. По-якутски кобах будет у нас. А у вас получается и кобек, да? Кобек. Нет, вы про животное? Да. Животное койон. А кобек это что? Это именно название... Рода. Ага. А у нас получается заяц будет кобах по-нашему. То есть кобек, кобах схоже. Да, я знаю. Да. Я знаю слово топтал. Да? Кого-то влюбились, получается, да? Там друзья есть. Все, ладно, спасибо, да. Вот такое здание Национального музея, Эл-музей называется, и вот олень, как ни странно. Очень большой музей, очень много экспонатов. Здесь лежит принцесса Алтая, настоящая мумия, да? Ну, мумия, в общем, лежит. Я хотел снять, сказали, нельзя снять, короче. И когда-то эту мумию забирали в Санкт-Петербург. Из-за этого здесь начались природные катаклизмы. И местное население потребовало ее обратно. И ее здесь поставили. Вот. Вот жилище алтайцев и коновязь Серге, где вяжут коней, как у нас точно тоже. Айыл называется вот такое жилище. Поднимаемся на смотровую площадку по такой лестнице каменистой. И вот туда вот так идет. Вот здесь есть перевалы вот такие, можно посидеть вот здесь. Поднялись на смотровую площадку. Вот у нас Горный Алтайск. Вот получается горнолыжка городская. И вот она стоит между горами. Частный сектор, все на сопках. И вот прям центр города перед нами. Вот, по-моему, площадь видна отсюда. Да, вон площадь. Вот, поднялись по такой лестнице каменистой. Очень сложно, на самом деле. Жарко. Вот стадион вот лежит, и вот там стадион тоже дети играют. Ну, такой очень хороший маленький городочек. Уютный, комфортный, мне кажется. Дороги тоже хорошие. Вот. Жилье тоже, говорят, очень дорогое стало в последнее время. Мы дальше едем по Чуйскому тракту, поэтому, наверное, уже не будем заезжать в город, потому что тракт находится по той стороне, надо поворачивать.
не дальше, а возвращаться туда и повернуть. Вот нас сегодня встретил наш друг Уйгун, он здесь живет. Возможно, снимем отдельный влог. Он хочет рассказать людям много чего, которые повидал, пока жил в этом мире. Да. Докуда поедем? Ну, сейчас поедем на нашей базы, Ага. по Чимайскому тракту, Чимайский район. Там передохнем, переночуем, покушаем и утром выедем по Чуйскому тракту до границы с Монголией, да? по Шантай. Опять ехать по самой красивой дороге, говорят, в мире, да? Десятка красивых дорог мира. В Чуйский Считается, тракт. да. Да. Вот эта гора, которую мы поднимались, называется Ту-Хая. Ту и через дефис Хая, да? Хая по-нашему гора, а Ту, не знаю, то есть на казахском, на кыргызском Тау это Хая, да? На кыргызском То это Хая, на казахском Тау это Хая, здесь, по-моему, Ту это Хая, а Хая это по-нашему Хая, гора. Вот это Ту, Хая, то есть и Ту, тюркский, и якутский Хая, оба тут написаны, грубо говоря. Так, дошли на обед, этот нашел стул, короче, и сам себе тащит по всему столовому. Ехали из села Майма, едем в сторону Манжирока, пообедали. Вот едет наш друг Уйгун, дети туда присели. И вот по такой трассе выезжаем по Чуйскому тракту в сторону Манжирока, потом поедем дальше на Чимайский район и село Узнезя, где живет Уйгун со семьей. А дальше, если получится, завтра поедем до границы Монголии. Вот. Идем на станцию канатной дороги. Это, получается, все выкупили Сбербанк. Поэтому все сделали, все по красоте. Дорожки, деревья, все окультурили. Вот это озеро Манжирок, да? Вот, искусственное озеро. А? Искусственное А озеро. оба Манжирок. Манжирок на той стороне. Тоже делают по кругу все, да? Облагораживают, походу, вот техника сколько работает. Туристов очень много. Поток и туда, и сюда. Мы поднимемся вот туда наверх, получается. Вот такой холл этого отеля, пятизвездочного отеля, который единственный в России, как говорят. И вот алтайские сувенирки тут продаются. Вот шаман, по-моему. В таком роде. Вот здесь все гостиницы, короче, спа туда-сюда. 380 номеров. Одна ночь стоит, говорят, где-то 70-80 тысяч рублей. Вот такие, короче, богатые люди живут в этих гостиницах. Вот наш этот фуникулер. Семейные оплатили 3200. То есть 4 билета, 3200 получилось. Манжирок. Канатная дорога. Поднимаемся на гору. Кем это? Синюха. Синюха, да, правильно. Какая высота здесь трасса? 1026, по-моему. 1026, да. Там еще вторая трасса есть, говорят, то там 200 метров добавили. открытые фуникулеры, да? Как будто все замерло, небо, да? А? Я хочу. Горный Алтай во всей красе. Вот тут. И тут просто вот эта стенка, и тут все. Вот поднялись на первую высоту, и там, получается, есть еще вторая высота, которая на открытом фуникулере поднимается, но она не работает из-за грозы, сказали. И это тоже сейчас остановилось, и вот люди стоят в очереди, чтобы спуститься обратно.
Вот такая проблема тоже бывает, оказывается, из-за грозы, остановка. Да, а люди, которые там остановились и там сидят, короче, а эти люди здесь стоят. И сейчас, если дождь пойдет, то есть мы все останемся под дождем. Вот все деревья вот так затянули, чтобы они не упали, только посадили большие сразу. Такая вот система с 4 сторон. Сбербанк рулит. Дальше продвигаемся вглубь Алтая. Уже в Чимальском районе едем в село Узнезя. Осталось 21 километр. Дождик прошел, свежий воздух, чистый воздух, все четко. Так, будем жить вот в таком домике с ванной, апартаменты, да. Вот такая ванночка с видом на горы. Вот баня есть, второй этаж. Вот хозяин этих домиков. Мой друг, земляк. Земляки, казахи. Все, короче. Да. Рады. Вот халатики. Апартаменты в горах. Да. Вот такой первый этаж, диванчик, телевизор. Вот все принадлежности. Санузел тоже модный. Вот. У каждого домика бассейн. И вот такая вот красота вокруг. Ё-моё. Можно там попариться и сразу сюда прыгать. И мангальная зона, да, у каждого. И вот здесь получается. Вот 4 домика. Это свет солнца, свет огня, свет природы зеленой и вот синий свет Тенгри, синего неба. Вот такой вот у нас друг, который все это связал с природой. Вот стандартные все 4 дома одинаковые. И вот бассейны у каждого. Вот такой стол нам накрыли наши друзья. Река Катунь. Могучая река, горная река. Она спадает в реку Би, и оттуда начинается река Обь, большая сибирская река Обь. Из двух рек, из Катуни и из Бия. Катунь, получается, идет из гор Алтая, а Би идет от Телецкого озера, тоже от Алтайского края, и она такая большая река образуется, как Обь. Доброе утро. Сегодня едем в сторону Монголии. И вот такой вид на миллион. Вот, оказывается, бассейн постоянно фильтрует воду. Круглосуточно фильтрует. А мы с Уйгуном едем в сторону Монголии с казаном и с мангалом едем. Вот дрова готовить. Доброе утро. Бадута. Поедем на этой машине. Вот взяли такую печку. Казан. Я вот на этой переехал, но она остается. Поедем на этой. Вот такой утренний Алтай. Вот облака на горах зависли.
Коровы лежат, кайфуют. Вот. Всем привет! Меня зовут Уйгун, родом из Саха, Якутия. Вот вчера приехал друг Эркин, погостил у меня. Сегодня утром выезжаем по Чуйскому тракту, покажем, повторим местами путь наших предков, шелковый путь, местами повторяет Чуйский тракт. Ну и Чуйский тракт входит в десятку лучших трасс мира. Так что смотрите до конца. Будут прекрасные пейзажи, горы, каньоны, степи, реки. Вот люди на велосипедах по Чуйскому тракту гоняют. На этот поднимаемся, на Семинский перевал мы сейчас поднимаемся. Да? Вот, поднимается, спускается. Вот, спускаются уже. А эти поднимаются. Молодцы, да? Но Люди живут жизнью. Вот. Ножи продаются. Очень много ножей. Выпата. Ищем алтайский нож, чтобы показать, как она выглядит. В основном перевозные, да? Выпата, да. короче, маннык. Тоқте, подул. Бутовки, узбек. А этот ножи. Алтайский нож есть? Алтайский нож. Ага, нашли нож. Типа манныку тукте. Хадай туга бите. Бумага есть? А4. Так, не лезет, да? Купажку надо снимать у любого ножа. Да? Это любой нож под купаж Это, нормального мастеру. это новый или уже используете, да? Это вот он сам сделал. Это ручная работа. Так, поднялись на Семинский перевал. Вот здесь стоит вот такой монумент, знак вхождения алтайского народа в состав России. Поставили его в 1956 году на 200-летие, а вошли, получается, в состав в 1756 году. Вот такой монумент поставили. Насколько оно было добровольно, наверное, никто не знает сейчас. Остановились, кофе пьем, позавтракаем. Вот здесь получается ярмарка алтайских товаров, меды и так далее. Жакшылар күйүндүлү төрөгөндөр, нөкөрлөр, силер Алтайда силерди күйүнзеп сакып жатабыз. Келсе бул биздин чадырдын кирип бумди амдамды курсактардан алам шекерден амзап, айдап келгер. Ага, мақтал. Вдоль трассы очень много всяких реклам на квадроциклах, на лодке, сплавы. Вот, даже на УАЗиках есть вот такие маршруты, несколько маршрутов. Озеро Тенгинское. 1 час, 3 часа, 2 часа, 30 минут даже есть. Вот огонь, и мать, это хранительница домашнего очага. Вот они, ага. Ага, вот это Умайны, святыня, святая мать. Тоже одна из главных богинь, это берег матери и ребенка. Ага. Ну, вот видите, там детеныш косули, это вот в августе месяце, когда косуля самка идет в гон, чтобы продолжить род, она кормит еще своего детеныша молоком, и она не боится, оставляет его где-то в укромном месте на природе, зная, что у Майны будет его охранять. Ага. Потом этот Арахай, странник. Странник. Да. Угу. Ну, у него тоже своя история. Потом, Камелек, да? да, тут древнеславянская Лада и Велесы остались.
Вы прямо здесь, получается, сидите и Да, сразу... вот прямо здесь вот набор инструментов, Ага. вырезаю. Все из Вот кедра. что медведь, да? Да, да, ну вот такой же будет. Потому А. что они очень спросят. Ну. Прямо вот делаю, тут же разбираю. Прям на глазах делаете сразу? Да, да. Ну, молодец. Удачи. Спасибо. Подъехали в село Онгудай. Образовался в 1626 году. Отсюда родом Мамаду Амадаков, российский. Амаду Мамадаков. Амаду Мамадаков. Отсюда он родом, по национальности алтаец. И многие его знают по роли в сериале «Солдаты». Он там играл Вакутагина и 9-й роте тоже играл, да? Ага. Да. И в сериале «Солдаты» он играл Чукчу Вакутагина. И таким образом на долгие годы оставил образ азиатского солдата в мыслях россиян. Вот в таком живописном месте родился Амаду Мамадаков. Главный актер с алтайского народа, наверное, да, сейчас, в данный момент? Ну, все вот эти художественные... Он сюда приезжает, да, на родину? Да, приезжает. А так живет в Москве, да? Горы, река, все есть, да. Заехали на автомойку, село Онгудай. Помоем машину, а то дождь был с утра. Хотя по мне она чистая, но вот этот чистоплотный парень решил помыть машину. Собаки, коровы. Вот главная площадь Онгудайского района, администрация Онгудай Аймак. Аймак это район, а по-нашему это будет район будет Улус у нас, а Аймак будет как родня Аймак. И вот там флаги висят, триколор российский и флаг Республики Алтай. Очень мало виден по республике флаг алтайский флаг. В магазинах, в частных домах, да, вот почти не видно, ну вообще не видно. У нас в Якутии, например, можно увидеть там в автосервисе, в магазине там висят, в частных домах висят. Но здесь, оказывается, очень мало вешают алтайский флаг. Вот. Ленин тоже присутствует. Меня зовут Ермонах Феодосий. Я здесь служу, конечно, изредка, нахожусь за штатом, а бывает возможность, в этом храме служу. А здесь живу также. Вот такие скалы вдоль дорог. Специально сеткой натянули, чтобы камни не упали на дорогу, на машины. Поднимаемся на перевал. Кем не перевал здесь? Чики-Атаман, да? Чики-Атаман перевал. Монголы ездят по этой дороге до Монголии и в Россию, туда-сюда гоняют. Так, ну мы поднялись на перевал Чики-Атаман. Вот стоим, показываю картину красоты Алтайских гор. Вот в таких вот, среди таких гор живут народ алтайцы. Они, получается, ну, занимаются скотоводством, держат овец, лошадей, также охотятся. Вот, сейчас поедем дальше, до границы. По Курайской степи проедемся, посмотрим снежные хребты, гору Актру. Вот, заедем
на водопад посмотрим. Гейзерово озеро такое есть, тоже удивительное место. Может быть, заедем в музей «История казахов», которые вот сюда, здесь переселились. У них там своя история, как в каком году переселились. Можем показать, наверное, да? Заедем, если успеем. Вот. Как-то так дальше держим путь. Пока все хорошо. Небесный Тенгри сопровождает, как говорится. Это кавказские папахи сами шьете, получается, да? Да. Ага. Там куры висят. Ну. А это, как я вижу, казахские тюбетейки, да? Ну. Ага. То есть, а алтайский головной убор, как она, где она? И здесь, Маховая, да. здесь не представлен, да? Ага. Махтал. Вот такие сувенирные лавки. Очень много продают. Оказывается, очень развит алтайский сувенирный бизнес. Много чего делают народные мастера. С левой стороны у нас вот Катунь. Она не вдоль, прям по Чуйскому тракту идет. Местами она сгибает, уходит в сторонку. Ну, там обходит гора. Вот, точнее. Вот она вот. Чем дальше идем вглубь Алтая, туда население алтайского народа все больше и больше становится. Даже это заметно, когда останавливаешься вот при дорожных остановках, где продают сувенирные изделия, кафешки. Алтайцев все больше и больше. Потому что они в основном живут вот вглубь на районах. Вот такие вот туристические места. Так, мы сейчас на слиянии Малый Еламан, река, и главная наша святыня Хотун, госпожа река, впадает, ну, как бы соединяет. И решили чуть-чуть освежиться. Вот, предки наши древние тюрки давать день, как будет, дань уважения, да? Ну, в основном же люди вот так моются. Ну, этого делать нельзя, потому что мы питаемся, мы кормимся от реки, те, кто живут в целом устье реки любой. И каждый тюрок, он, хлебая воду ладонью, он на берег, короче, моется. Так. Тем самым, как бы, ну, ты даешь дань уважения, не загрязняешь, как бы, да. Ну и такие, короче, моменты есть. Берете, да, маленький? А самый большой какой вы делаете? 20, да, сантиметровый? Нет, метровые? Да. Метровые. Это харусы такие? Нет. Таймень. Таймень тоже есть, да? Таймень. Таймень. Сар рыба. Ага. Таймень. Это... Хищная рыба. Да. Ну, самая такая хорошая рыба считается. Да. Бит. Здорово, саха қардаштар. Мен Алтай Живодорым. На русском надо говорить, да? Я представитель алтайского народа. Национальность у меня алтаец. Я много ребят знал, мои друзья были из разных районов Якутии, Саха-Якутиядан. Анда фамилиялардың Орус, Смирновтар, Трофимовтар, андай. Адан
Э, Я очень часто с ними общался, выучил несколько песен на якутском языке, сахателле. Могу там, ну, по две, по одной строчке могу так То, что пропеть, да, то, помните. что помню, но если с текстом я бы полностью их спел, но это было больше 40 лет с Вы тех пор. на сцене пели эти песни? да? Нет, ну да, ну тут да, с друзьями со сцены пел, а так просто, ну, где удобно было так. Так. Ну, могу какую песню, ну, допустим, про дождя, по-моему, песня была. Попробуйте. Сырдық чағыларда сүттияр гумнюқа, қаланеки қаниеқа, тарарарарам-бам-бам. Вот эти строчки помню. Да-да-да. Потом про вальс, про глаза черные, да. Қара қарақтағым, аяған келем. Вот такие эти помню. Потом чумпулена толгунуну, айтарарирарарам, айдарара-та-та-та-та. Ну, примерно вот в таком Да-да-да. плане. Эти песни все наши И, знают, да. Ну, потом еще какая песня. Ну, сейчас уже некоторые не помню. Ну, у меня до сих пор связи с якутским народом, сахаларла. В нашем театре Андрей Савич поставил Борисов, да, наш известный режиссер, мы ближайшие друзья, сколько лет вместе работаем, сотрудничаем, до сих пор держим связь. Вот он поставил «Мадай Кара» спектакль, последний, до этого он «Восхождение на хан Алтай» про нашего известнейшего художника Григория Ивановича Чороса-Гуркина. Ну и много других этих. У меня есть племянники, племянницы. Мама их алтайка, моя это племянница. Она замужем за Сахаларның, Туктуровтар. Да, они сейчас раньше жили там, в Якутске, потом переехали, сейчас живут здесь. Ваши пожелания? Мои пожелания, чтоб Сахалардың күні биік болсын, чтоб как белый снег там, чистые помыслы были, здоровье было северно-сибирское, северное, чтоб до сих пор, чтобы наши эти связи продолжались. Я из многих, Амгинский район, Вилюйских, Нюрбинских, это из Нюрбинского театра много моих друзей, из Якутска. Ну, наши ребята там учатся, сейчас заканчивают Академию театрального искусства. Ну, да, Агики, да. Поэтому Уруй. Мақтал. Те болды. Вообще такая легенда есть про мальчика Ашина. А его, говорит, оставили вот на этом месте. Враги, ну, убили всех родственников, а его перебили ногу, руку, вот, и оставили на этом месте. И вот он не мог сам прокормиться, а его, говорит, выкормила волчица на этом месте. Ну, мясо какое-то переносила, еще чего-то вот такое. И вот он, когда вырос и женился, ну, он вылечился, наверное, женился, у него 40 сыновей было. И вот когда вот на этом месте государство создали дюрки, и вот 40 родов тут собрались. И смотрите, вот тут 40 тамги, вот нарисованы, вот они. Ну, можно сказать, это родовые гербы. Вот это, вот ученые приходили, это тамга, говорят, тамга Карлуков, вот она, например, это знаю. И вот 40, а почему свои тамги стали? Потому что они царя тут выбрали, и знак, что подчиняйся этому царю, свои тамги стали. Ну, клятву, короче, перенесли. И потом вот в первом тюркском каганате, втором тюркском каганате, даже вот хазарское ханство, все выбирали царей из рода ханов, да, из рода Ашина, вот из его рода. Ну, вообще считается родина вот тюрков, вот слияние двух рек есть, реки Чуи и Катуни, а там на той стороне, ну, отсюда не видно, на той стороне вот такая высокая полка есть, а если туда подняться, она как вот такое место, как колыбель. И вот
конце 90-х, начало 2000-х годов сюда приехал глава Татарстана Шаймиев. И нашими местными они там деревянный, ну, большой, высокий стол поставили. Хотели на этом месте создать музей. Колбель Дюрков называется. Так, на этом музее под открытым небом есть вот такой камень деторождения. Сюда приходят женщины, у которых не рождаются дети, и где вот сидят, лежат, и после этого у них, как гласит легенда, рождаются дети. Вот, получается, по Чуйскому тракту есть вот такой камень. Это вот камень деторождения женщины, и там еще есть камень для мужчин. Так, поднялись на водопад Черлак. Очень красивый водопад. И сейчас вода маленькая. Весной, говорят, вообще поток такой мощный, вот прям туда падает. Вот по пути общаемся с алтайцами, в кафешках, в магазинах. Язык у них оказывается очень похожий на кыргызский. Говорят, вообще без проблем понимают друг друга. Ну и кыргызский, казахский, да, вот понимают друг друга, оказывается. И нас тоже принимают за казахов сначала, потом некоторые принимают за алтайцев, принимают, потом мы говорим, что мы из Якутии. Они такие: о, из Якутии, как издалека приехали, туда-сюда, короче, таким с уважением, почтением разговаривают, спрашивают про Якутию. Многие, оказывается, знают. И здесь есть зятья из Якутии, говорят у некоторых, есть невесты из Якутии. В общем, я сам лично много не знал про алтайцев, да, просто слышал, что они есть, но как они живут, как разговаривают, много не знал, потому что в информационном пространстве очень мало информации про алтайцев. И сейчас вот сам поговорил с ними, видел их, и оказывается, они тоже знают все, ну, тюркские народы, относят себя к тюркам, то есть тоже такие близкие нам люди, оказывается, по духу, по внешности, по менталитету. Так что, кто смотрит это видео, кто еще не был в Алтае, можете сами приехать, посмотреть на все эти красоты, на этих людей, и сами все поймете. Горы снежные видны. Вот столько домиков. Все под туристов. Чем глубже Алтай, чем выше горы, и уже вот снежные вершины видны. Так, подъехали на Гейзерово озеро. Снежные вершины на горе. Мы почти подъезжаем к Жигачу. Там место называется Акташ. Озеро Гейзер, там бирюзовое, по-моему, озеро, да, синее. Там, если хотите сюда приехать, тоже побывать в этом прекрасном месте, обращайтесь к Петруну, он вас туда поведет. Вот такое озеро гейзерное, вот таким красивым оттенком. Получается, из-под земли, да, вода выходит? Там, короче, булькает прям эта фигня. Из-под земли. И она, короче, зимой не замерзает. Постоянно вот так лежит. Вот. Туристы вокруг тоже фотаются, смотрят, любуются. Купаться нельзя. Получается, максимально близко. Ахтау, Алтайский Акбу, это Белая гора. И по нашему накормить хозяев, духов этих земель, этих гор алтайскими бурсаками. 9 штук.
ложим, получается, по движению солнца 9 штук. Вот так. И максимально вот так заряжаемся силой. Чувствовал. Когда вот так делал, прям такой ветер на меня дул, как будто отблагодарили, прям душу зашло. Бұяңардағы бұяң болсын. Алтайда тоқтайлар өт. Мақтал дене бұяң болсын дейлер өт. Бейблан ардағы бұяң дейуте. Бұяң это по-нашему изобилие. Когда дождь идет, мы называем это бұяң. То есть изобилие льется с неба. Подъезжаем в село Кошагач. Это районный центр Кошагачского района. Уже, как видите, горы все ниже, дальше начинается уже степь, монгольские степи. Видите, уже растения, деревьев уже нет у дороги. Здесь, говорят, даже верблюдов держат в этих степях. Пасутся, говорят, у дороги. Не знаю, может встретим, может нет. Вот так вот меняется. Получается, проехали весь Алтай. Вот они как раз. Да. Вот они, очень много верблюдов. Уйгун сказал, что если ты хороший человек, тебя сразу встречают в начале степей верблюды. Говорят, не всем они встречаются. Он говорит, я сначала об этом не хотел сказать, говорит, потому что, может быть, не встретим, говорит. Но мы встретили. Я тебе говорю, что ты хороший человек, говорит. Так что Махтал, Буян Болсон, Алтайской земле, Махтал верблюдом. То, что встретились в нашем пути. Красавчики. Дети степей. Хай вот это, нападай да вот это где-то. А? Вон они. Горбатые красавцы. Кошагач. Подъехали. Вот на такой равнине живут между двумя горами. Здесь намного у них широкие земли. Местность такая. И воздух такой прям степной дует. Ветер свежестью. Вот такие обзоры на горы. Уже издалека, уже на заснеженные вершины получается. Иду по Кошагачу. Идем вот туда. Мясо и хлеб. Сказали, там есть национальная кухня. Вот стоит еще Найман, торговый центр Найман. Вот казахский, да? Есть гостиница, оказывается, рядом. Сейчас покушаем и будем искать гостиницу.
Что, не работает, что ли, или что? Так, приехали в Кашагач, ужинаем. Искали место, где можно покушать национальную еду, бешбармак, или алтайскую, или казахскую еду. Но везде закрыто, поэтому подъехали вот такой фастфудный. Вот такая лапша и вот такие бургеры. А с боссом? Сегодня здесь ночуем, потом завтра поедем до границы. Кем ты? Башантай. Ташанта. Да, потом обратно на базу Чимал. Доброе утро. Переночевали в Кашагаче. Вот в таком домике. Вот здесь я спал. Вот домик, где семья сама раньше жила. Казахская семья. Вот, домбры висят. И вот мне потолок понравился. Как синее небо и белое солнце, как прям наш флаг, да? Вот такой вот обеденный столик. Здесь еще комната. Вчера вот поужинали, получается, сразу рядом гостевой дом поискали. И нашли вот этот такой домик. Как спалось? Отлично. Такой просторный дом, да? Оказывается, вот сами живут на Горно-Алтайске, а вот летом сдают. Такое вот хозяйство. У очень хорошей опашки переночевали, по 1000 рублей с человека. Ну, весь дом был свободен, поэтому сами только ночевали. Очень много рассказала про казахов. Сами тоже, оказывается, переезжали когда-то в молодости. Бурабая жили, потом обратно приехали, говорит. Многие казахи здесь живут, говорит, молодые, здесь оседают, женятся и остаются, говорит. Нет такого потока, прям, чтобы все уехали в Казахстан, такого нет, говорит. 10 тысяч населения по району, говорит, и вот в самом поселке около 8 тысяч человек, и половина из них казахи, говорит, тоже. Вот кошечка местная пробежала, серая. Я ей говорю, а может немножко на видео пару слов скажете? Она такая, ну, стесняется, конечно. Нет, говорит. Вот. Сын живет в Горно-Алтайске, дочка, говорит, в Астане живет. 8 внуков. Ну, вот так, короче. По кайфу живут. Зимой в Горно-Алтайске, летом здесь. Выехали из села Кошагаш в сторону Монголии, до границы съездим, посмотрим по пустыне. И вчера спрашивал у Апашки, что означает вот название села Кошагаш, а она говорит, Агаш это дерево, а Кош это, ну, как это, да, типа добро пожаловать, ну, слово с добром, короче. И здесь только стояло одно дерево, говорит, когда сюда переехали. И из-за этого название Кошагаш, ну как одно дерево. Приехали со стороны Усть-Каменогорска, ну кочевали, да, и вот пока кочевали они, страны взяли и начертили границы, и кто-то остался в России, в Алтае, кто-то в Монголии, кто-то в Китае, кто-то в Казахстане. То есть большой Алтай разделили на 4 части. Говорит, в то время же никто не знал же, где какая страна, все просто ездили, куда глаза глядят. И вот так оказались здесь, говорит. Подъехали в село Ташанта, это крайняя деревня, получается, в сторону Монголии, Кашагачского района, Алтая, ну и в целом России. Дальше уже Монголия. Сейчас едем до границы, посмотрим, как выглядит. Если были бы паспорта, загранпаспорта с собой, можно было бы выйти в Монголию, позавтракать, ухлёр монгольский, и обратно можно бы заехать. Но у нас паспортов нет, поэтому посмотрим только с этой стороны. Ташанта. Там по пути в степи лежали камни, возможно, из-за этого название Ташанта, как каменные, да, каменный тастах.
Вот на выезде из России вот такая вот пробка из грузовых автомобилей. И вот туда сходим сейчас. Оказывается, тоже очень живая граница. Сколько машин уже стоит, оказывается, с утра. Я думал, тут поток маленький будет в этом направлении. Так, на границе встретили ребят из Казахстана, со Скамена. Едут в Улан-Батор. На чем едете? На Альфарде тоже, да? На Альфарде, да. Ну, тут в основном все Альфарды монгольскими номерами. И вот есть некоторые вот казахские номера, российские номера. Вот такой очередь. Очень медленный, оказывается, пункт пограничный. Почти не двигается. Так, стоим прямо на границе России и Монголии. Вот прям забор вот стоит. Российский забор зеленый. И за ней, получается, монгольская граница маленькая, вот видно, столбики. И между ними буферная зона нейтральная. И идет по степи туда, прямо до гор. С той стороны, получается, пасутся монгольские лошади, вот на своей границе уже Монголии, да. А с этой стороны, вот алтайские коровы тоже лежат на пастбище, кайфуют от жизни. А так, очень медленный пункт, говорят водители, очень долго пропускают. Вот мы уже здесь почти полчаса находимся, и ни одна машина еще не проехала. И всегда так говорят здесь, почему не знаю. Вот легковушек не так уж много, но все равно все стоят. Вот. Сейчас обратно поедем в Чимал. Спасибо еще раз Игуну, что вот привез такую даль, показать весь Алтай, да, от начала до конца прям все смотрел по Чуйскому тракту. Очень красивая природа, дороги очень хорошие, качественные. Так что приезжайте тоже на Алтай, посмотрите. Если что, вот к Игуну обращайтесь, он вам организует все. Подъехали аул, жаңа аул, жалыңыз болсын, прям чисто на казахском, вот домбра, узоры. И здесь есть музей истории казахов Алтая, и сейчас туда заедем вместе, она работает. Новый аул. Вот такое село, вот чисто мусульманские эти символики, вот даже сквер Победы, вот стоит. Памятник, мечеть стоит. И вот такой музей. Говорят, открыто. Сейчас. Вот такой музей. Музей, пока ремонт идет, говорят, здесь экскурсовода нет. Ну, могли вызвать, по идее, 600 рублей сказали. Мы сказали, что просто посмотрим, поснимем. Вход 150 рублей. Вот такие, короче, казахские атрибуты Алтая, казахов Алтая. Чурос Гуркин. Оказывается, музей стоит на ремонте, поэтому они временно сюда, в это здание пришли, на улице Абая 12. Там есть охранник, поехали. Там есть охранник, сидит, короче, там на улице в машине, ожидает туристов. Тоже побоялся на камеру что-то сказать. Немножко спросил про историю казахов, особо сам не знает, оказывается. Амангельды зовут его. Сказали, что можно вызвать экскурсовода, но мы не хотели ждать, поэтому не взяли. Вот. Говорит, в Жаңауле полностью казахи живут, а еще в селе Төбелер тоже казахи живут, говорит, и Ташанте там смешано тоже, там казахи, алтайцы, русские, говорит. Ну и Кошагач есть в районном центре. А здесь, говорит, чисто казахское село. Встретили яка. Говорят, тоже встречается не всем, только хорошим людям. Можете. Кракибаев размера.
это не опасные, короче, могут напасть на человека. Тут ничего такого навороченного нету. Единственное, что колеса более-менее нормальные поставил Алекс Римс. Вот от другого велосипеда. Он уже стерся, да? Вот. И вот сами. Человек с Барнаула приехал в Кошагач на велосипеде и обратно едет. Неделю ехал, говорит, до Кошагача. Спит в палатке. Сам же готовит еду. Сам с Мурманска прилетел в Барнаул на самолете и сюда вот приехал. Вот по такой красоте ездит. Эй, мальчик! Как? Здорово. Атын ким? Кару. Как? Кару. Карун? Кару. Кару, да? Алтаец, да? Да. Сколько лет? 10. Алтайский язык знаешь, да? Да. И сейчас, что вот исполнял, когда ехал? Покажи, пожалуйста, еще раз. Я просто свистела. Ну, давай. Вот это что? Просто? Просто свищу. Да? То есть он едет по улице на велосипеде и вот так делает, красавчик вообще. Куда идешь? Куда едешь? На Карасу. А там что? Ну, речка, вода. Гулять идешь, да? Да. Один? Да. Ага. Карасу, да? Это как по-алтайски прекрасная вода? Хорошая, красивая вода? Нет, это типа родниковая вода. В школе здесь учишься, да? Где? В Горно-Алтайске. Ты сюда к бабушке приехал? На лето? Дедушки. Дедушка приехал, да? У нас здесь турбаза. То есть турбаза работаете здесь, да? А так в Горно-Алтайске учишься? Там алтайский язык учат, да, в школах? Дети хорошо знают? В Горно-Алтайске дети язык знают, да? Ну, молодцы. Давай, удачи. Хорошего сезона, много туристов. Оказывается, алтайские дети очень хорошо знают свой язык. Вот даже те дети, которые учатся в Горно-Алтайске, тоже знают. Вот девушка-продавец стоит здесь, девочка, тоже школьница, приехала с Горно-Алтайска, говорит, тоже на сезон работает в магазине. Тоже там все дети знают, говорит, в городе. И вчера вот в Кошагаче в магазин заходим, выходит один парень, с магазина, короче, и на нас смотрит таким радостным детским взглядом, короче. Я такой: ассаламу алейкум, говорит. Он говорит: алейкум ассалам. Казахша блесима? Блин. Тоже казахский ребенок. Оказывается, казахи тоже, которые живут в Алтае, тоже все очень хорошо знают свой язык. Вот так вот. Вот турист, велотурист из Мурманска. Вот едет, догоняем его. 7 дней, говорит, до Барнаула. Жестко, да? Врачи, говорит, назначили ему Да, у него ноги болят, да, что-то? Колени болят, говорит, и врач назначил, чтобы я велером стал, короче. И вот таким образом он стал велером и кайфует по жизни. В отпуске, говорит, короче. Вот так надо жить. Остановились на обед на берегу реки Чуя. Вот с таким видом. Но сейчас мясо с картошкой пожарим, покушаем, потом дальше поедем. Вчера должны были, по идее, приготовить, но вчера немножко не получилось. Поэтому решили сегодня. Вот бабушка Чуя. Но сплавиться бы по этой реке вообще было бы шикарно, да? У подножия горы, вдоль трассы. Посмотреть. Одним днем, 2 днями-то Алтай не посмотришь. Да, конечно. Всю жизнь надо, грубо говоря, переезжать, короче. Переезжать или переехать. Но максимально в целом ознакомился. Да. С местным населением. Есть уже понимание, кто такие алтайцы. Алтай Сахатауйгун Чуе.
Төрүс кытыдыгар, алысты жар, эт бора жар, Алтай гынаган этеттен. Аскалығы шүйебет ол дейханада. Чувстволаға бит. 2 метр талам ба, кияға бір терсоқ. Бар кете бар дейханада. Так, едем обратно в Узнезю, на Чемальский район. По таким красотам. Река Катунь. На самом деле это тюркское название. Хотун, да, по-нашему будет, а по-казахски, по-моему, Хатын, да? Ну, как госпожа. Вот такие горы, реки окружают нас. Завтра уже едем в сторону Новосибирска, и послезавтра вылетаем в Якутск, на родину. Сегодня приехали в Чачкыш с маленьким ребенком. Старшие остались и с женой, но оказывается тут надо подняться. Поэтому жена пошла одна, поднялась на водопады, а я с ребенком, потому что спит и тяжело, оказывается, туда подниматься, ну, долго. 150 рублей туда в ущелье, и до водопада сказали где-то 800 метров. Потом можно еще подняться туда на гору, на смотровую. Вот только наличка, тут интернет не ловит, карты нету, ничего нету. Так что вот так тусим здесь внизу. Этот почти спит, поэтому не стали. Но и даже если бы не спал бы, все равно тяжело было бы. Хорошо хоть спит, поэтому пока нормально. Купили у алтайцев вот такой вот горячий алтайские лепешки и чебурек. Прям заказываешь, и они сразу на месте делают, ну, готовят. Стоят киоски. И, в общем, с пылу с жару, как дома, как у бабушки, как у мамы. Вот такого у нас в Якутского не хватает. Это? Да, Ери? Да. Привет, Трынг! Все, пошли, вперед. Короче, пришли на аквапарк Чемала. Вот дети наших друзей. И вот мои дети. Они тоже погодки, те тоже погодки. Они на год старше, получается. Хадай. А? Чё, когда? Давай. Народу уже меньше стало. Все, давай, уходим. Уходим, да. Время. Так, бұл Алтай ола таварғы майрат келі, ғылжытты, көрсе, әркені, білсе көрсе, оны бұл күрі бәті тоқ. Так, приехал, да? После работы сразу поехал. Сказали, что завтра уезжаем туда. Завтра уезжает, поэтому сразу приехал встретиться, поговорить. Это? Вот для супруги еще. Это супруги. Берег, да, типа? Алтай, кем айрат бұлағына сақалар тоқтары көтеттері. Ну, пару слов скажет, думай потом. Да. Сейчас костер зажгем. Конечно. Да. Так, завтра, получается, с Алтая уезжаем. И вот сегодня у нас ужин. Вот такой. Это вот брат Туйгуна, невеста, вот эти наши детки. А, уже жена, ага, невеста, жена. И вот у нас приехал из Горно-Алтайска настоящий алтаец. Сейчас скоро он немножко расскажет о Горном Алтае. Да, и о себе, и о Алтае. Пока кушай. А с боссом. Так, после плотного ужина сели в чан. Горячий чан, как настоящие тюрки. Айрат, ну расскажи немножко о себе, о Алтае, о алтайцах, пару слов. Приветствую всех, друзья. Меня зовут Бакрасов Айрат, из рода Иркит, алтаец с Горного Алтая, Республика Алтай, представитель жителей Республики Алтай,
Вот у нас в гостях у моего друга общего приехал к нам в гости Иркин, друг из Якутии, наши тоже тюркские братья. Якутский народ Саха тоже для нашего и считается братским народом. У меня супруга с Якутии, Саха. Ага. Кетет, короче. Получается, для якутского народа, да. Да. Ну, Республика Алтай, как общепринято, уже является прародиной всех тюрков, считается уже, это общепризнанный факт, все это подтверждают. Колыбель тюрков, Тюрк-Хабай, что здесь 4-6 века образовались первые тюркские государства, первый тюркский каганат, второй тюркский каганат. Ну, считается, отсюда все тюркские народы пошли по миру, да, по Евразии сегодня, которые говорят на тюркском языке. Кто на север, кто на юг? Кто на север, кто на юг ушел, кто кочевал и опять здесь остался в горах Горного Алтая. Самые сильные тюрки остались у себя на родине Алтая, скажи. Так не могу сказать. Тоже кочевали, как и все. Тяжелые времена прошли тоже. Сейчас нас очень мало. Мало кто о нас знает. Но нас мало, мы живы, мы здесь, в горах Алтая, живем. Язык, культуру Язык, держите? культуру, да, соблюдаем. И всегда рады видеть тюркских братьев, которые приедут к нам. Встретить Саха, Казахстан, Кыргызстан, Турция, все тюркоязычные народы. Все, которые наши, являются тоже братьями. Рады видеть, пообщаться, очень много общего, очень близко, если общаемся. Понимаем, что хоть и далеко друг от друга живем, но очень много общего в культуре, в мировоззрении, в целом, в быту. Поэтому хотелось бы отметить, что многие, кто приезжает на Алтай, тоже чувствуют, наверное, что вот даже наши братья Саха, что да, здесь отсюда все пошли, здесь древние руны остались, еще наскальные петроглифы с древних времен, оставленные нашими предками, да, кочевниками. Кезерташ — это каменные изваяния воинов, которые можно встретить, когда по Чуйскому тракту направляться. Были на там? юг. Были. Что еще сказать? В целом, приезжайте, рады видеть. Сейчас Алтай становится очень популярным. Многие приезжают сюда посмотреть. Такая горная, еще чистая природа, нетронутая сильно человеком. Рады увидимте здесь своих братьев с Саха, Якутии, Казахстана, Киргизии. Приезжайте. Мақтал, баян болсын. Спасибо. Так, bu hemen uygun bir gidiyor brata. Manno baygar Altayga kadar hemen cevo tuttan hayvan gitta loksion oralara bit. Altay kayda bit hemen. Бастадан туран хакам жонун келбет ыяктарынан эгерделибин. Она бу манна Алтайга байбар уйгуңа 2 хары уллардым. Она бу былырын оёктун кытта манна көһөн келбиппит. Кыһын инне. Аджыхы үшүдүк этеңге кыстаатыбыт. Алтай ден отахин хири дойдуну керебитим. Алтай курдуку кере хирхоохабит. Манна идебинен бэм тутунан жартынабын. Олихим манна чө баджет туттан, гостевой жет туттан онно олробут. Аренда сдавайдыбыт. Бэм буллана айрат курдук бу мен хаңыз кидебин эме. Онна бу манна келен билбитим бу эркин кергене мен аныклайсам бит би көрмөдөйүп. Согуй бего согуйдут. Хагалар канна багар бар эппит. Анын нук хака жана манна келе хыжын бу локтук бу дебит. Мантан бар бу дебит биттен кийим бир хайыр эбит. Тусуйдур эбит аха. Эти отак хиддеринен хыжжаныңын. Кийим бир тусуйдур эбит. Зов природы деп культура бар. Ата манна бастан келен тон күлиди көрө хыжын. Анжакы айылгата олох чулетта ханне повторимо. Баргдер аденге. Вот наш главный герой Уйгун. Мы сейчас, получается, сидим, живем на его базе, на его чане. Ну, пару слов под итог. Так, ну всем привет. Так, хочу сказать огромное спасибо
Эркину, что приехал, погостил, познакомился с алтайским народом, с прародином всех тюрков, откуда все тюрки распространились по всему миру. Приезжайте на Алтай, ознакомьтесь, красивые, очень красивые места, природа, горы, реки. Встретим, покажем. Встретим, покажем, да. С радостью всем рады, так сказать. Ахтал. Все, с благодарностью и с уважением покидаем Республику Алтай. Вот такая стела на въезде. Вот такое пожелание на алтайском языке и на русском языке. Жалыгар Ресту Болсон. Счастливого пути. Все, друзья, всем спасибо за внимание. А мы покидаем Алтай. Еще вернемся. Вот я и дома. Сегодня в 5 утра прилетели. Немножко поспал и сразу иду в одну контору. У меня сегодня запись, поэтому успел. Вчера на машине с Алтая до Новосибирска приехали, машину сдали хозяину, арендованная машина, и сразу в аэропорт и прилетели сюда, короче. Всем спасибо за внимание. За неделю были в Казахстане, Кыргызстане, в Алтае. За месяц, точнее. 4 вылета, 5 межгородных рейсов на авто. 2 раза уже сам за рулем был на арендованной машине. Так что все, кто был в пути, облегчил, украсил наш отдых, всем большое спасибо. Я хочу отметить один факт. Вот эти часы, короче, у меня начали отставать здесь. Я с собой взял его в Алматы. Думал, покажу там, да, в Алматы. Но он там заработал. Потом в Кыргызстане тоже заработал. Потом в Алтае тоже заработал. Но в Новосибирске тоже немножко отстал. И сюда приехали вчера. И уже сразу первый же день отстал. Не знаю, с чем это связано. Так что, кто может знает, напишите. Это мистика или какая-то магнитная какая-то тема. Ну, в общем, есть такой факт. Все. Всем спасибо, до свидания.